Мы не успели много за эти годы. Когда нас саботировали построение государства, мы много не успели. Государственность как таковая устоявшаяся, где исправно работают все институты государства, когда народ подчиняется ее законам. Мы же строили правовое государство, а не какую-то там диктатуру или какой-то, я не знаю, эмират или какой-то какая-то территория, которая подчиняет воле одного человека или прихоти какого-то клана. Нет, мы строили правовое государство. А правовое государство подразумевает, что там должны четко работать государственные механизмы. У нас этого пока еще не было за тот период. И поэтому строительство государства, это самовыражение, оно не противоречит истине, оно не противоречит тому, что мы намереваемся сделать. Вот так я могу объяснить, почему именно эти два слова употребляются мною, а не просто восстановление государства. Мне можно сказать? Мне не понравилось, как он сказал о том, что кабинеты не работали, и только благодаря традициям, обычаям, как будто бы наше государство держалось. Дело в том, что насчет правовых норм, это тоже неправда. Ну, например, вспомните, как в первые годы при Жихаре Тудаеве, как не было платы за газ, за свет, за воду, как была поделена нефть, бензин, и это все при помощи талонов раздавалось народу. То есть народ владел своими недрами. И если вспомнить, как в то время была налажена торговля, были отменены налоги, таможня, и как люди начали заниматься торговлей с Турцией, на 2 самолетах летали. И те, кто выезжал с $2000, потом уже зарабатывали 20 тысяч. Как работал Николаевский рынок, когда приезжали даже из Дагестана и перекупали не только товары, которые были привезены из Турции, из других стран, но приезжали из Дагестана и даже спекулировали хлебом, который у нас держался 2 года, благодаря нашему правительству и настоянию Джохара, хотя парламент поднимал вопрос, чтобы хлеб стоил не 2 рубля, а так как вокруг республики в Дагестане его продавали по 14 рублей, закупали у нас по 2 рубля. То, что наша республика поднялась очень сильно до начала Первой русско-чеченской войны, об этом общеизвестно. Была выпущена даже листовка «Кто живет лучше всех в бывшем Союзе». На этой листовке было написано, что чеченцы живут 10 тысяч раз лучше, нет, в 1000 раз лучше. В общем-то, именно поэтому началась Первая русско-чеченская война, что Кремль побоялся плохого примера для соседних республик. И поэтому нельзя говорить о том, что не было правовых норм, кабинеты не работали. Так что вы, Джумбулат, преувеличиваете. Нужно, конечно, восстанавливать то, что было. Восстановить, чтобы народ был хозяином, чтобы опять не платил за газ, за свет, за воду, чтобы нефть, которая сейчас идет в Москву, была поделена между народом поровну. И чтобы человек чувствовал себя хозяином на своей земле. Всего вам доброго. Хорошо, Барков, спасибо. Я тоже, Джамбулат, ты сам поставил свои слова. Например, я тоже там жил, в Чечне, и работал в каких-то местах. Зарплата была, но, как говорится, везде все обеспечено не было. Почему? Потому что только что разрушился коммунистический Советский Союз, и мы сами стали стать на ноги, все там строить, правительство, все. А сразу, когда тебе великое, как называемое это государство, Россия тебе мешает, и еще ты хочешь построить, сразу все не получится за 2-3 года или 4 года. Но если по сравнению с тем, что было в России или в округе, там, на Кавказе, по сравнению с тем, что вот совсем если сравнить Чечню, Чечня в лучшей ситуации была, и все там очень хорошо было, как Алла говорила. У нас в Чечне был, как это говорится, торговый центр был с Европы, с Турции, хоть откуда там все товары в Чечню привозились.
И когда ввоз был туда, чего угодно, товара любого, хоть продукт или хоть одежда, чтобы ни было, никаких налогов не было, и все закупалось в Чечне и развозилось по Кавказу, и даже России, везде, по всей местности развозилось. С нашей Чечни развозился товар оптовый. Но там много таких причин, которые там уже строилось государство. Но все построиться сразу нам не удастся. Но у нас зато конкретно был там конституция была уже, парламент был там, и судебное место было, все было, президент избранный был. Первых лет чеченской власти, независимой республики Ичкерия и нашей победы, насчет этого не может быть никаких замечаний, критики, потому что народ сделал невозможное. Ну, вторая война, конечно, это уже КГБ, Путин, взрывы домов, это я уже не буду рассказывать. И почему сейчас Чеченская республика оккупирована. Я закончила. Кто хочет? Аиса, извините, несколько раз перебили, это говорите. Салам алейкум. Как борьба с международным терроризмом. Теперь мы знаем, как не надо делать. И теперь самое главное, что я хотел сказать. После признания Украины суверенитета Чеченской республики Ичкерии, вот сейчас для них, для Украины, только одна конституция. Это вот 92 года и дополнено в 97 году. Другой конституции они не примут, потому что такого государства нету. Хорошо, Жамбулат, вот, извини, я сейчас уже вынужден буду сказать. Тот контакт, который вы искали, вы один раз нашли именно в Аяде Идегове информационно, как президиум правительства. Но вы с ним не захотели вместе работать, и вы отделились от него, когда информацию, все, что надо, получили, где вы пригласили, куда вы пригласили, он приходил. Здесь уже ты не прав, извини. Вы уже здесь сделали, как будто вы сами хотите во власти стать, говорите, что во власть не хотите, короче, власти нету, но вы же сами стремитесь к власти. Нет, чтобы кому-то помочь или вместе с ними работать. А вы уже хотите отдельно что-то построить. И говорил ты насчет какого-то узла, вы наоборот, этот узел еще больше делаете, меньше ничего не сделать, лучшей стороны ничего не будет. Вот мое мнение такое. Я хочу рассказать о том, что было в 1996 году, где-то в январе или феврале месяце. К нам пришел один из старых друзей нашей семьи, воинов, который побывал в Баку. Он пришел и беседовал с Жихаром. Я бы этом присутствовала при этом. Он рассказал, что в Баку сейчас организована жамаат, школа. Туда наших раненых приглашают. И их учат там сейчас по-другому молиться. Он туда пришел, и там месяц с ними был. Он узнал источник финансирования, это была Москва. И он был очень этим удивлен, потому что эти раненые после того, как вылечатся, обратно на войну не возвращались. Он рассказал об этом Жихару. Тогда Жихар сказал, уже сейчас, это было начало 1996 года, уже сейчас Москва готовит раскол чеченского народа на почве ислама. И я думаю, то, что сейчас происходит, похоже на то, что было в то время. Потому что наша Конституция демократического независимого государства, она выдержала все эти войны, и никто ни на шаг не отступал от нее. И она была в ряду других государств, конституций, демократических государств. А сейчас вот вы заявляли о шариате, Закаев тоже о шариате, и даже Анзор о шариате. Ну с чем его едят? Вы меня извините. То есть сколько государств имеет чистый шариат? Вот вы говорите, к вам никто не пришел и так далее. Но это значит поддержать именно ваш взгляд. То есть раскол чеченского народа. А сейчас в оккупированной Ичкерии, как вы знаете, там сунниты.
Если туда придут салафиты, еще неизвестно, что будет. Будет новый раскол и, возможно, даже война. Поэтому как можно это поддерживать? Я думаю, нужно очень много думать об этом. И не лучше ли стать всем на защиту нашей Конституции, принятой в 1992 году, продолжать то дело, которое начал Шахар Дудаев, и все, которые погибли, сражаясь в независимости Ичкерии с этой Конституцией. Я думаю, что так было бы лучше. И не устраивать новый раскол на почве ислама. Я говорю. Я сказал бы несколько слов. Ну, первое, что я сказал бы, да, Жанбулат, конечно, свою точку зрения отстаивает. Но смог ли он ее отстоять перед нами? Смог ли он ее обосновать? Это второй вопрос. Второе. Мы здесь люди, годящиеся ему, скажем, в отцы по возрасту. Он всегда позволяет себе говорить вещи, которые не приняты в нашем народе. Рыхдоц. Он называет то, что, допустим, мы говорили, словоблудие. Это очень хорошо. С багажом и с таким нетерпением ты, конечно, пользы принесешь меньше, чем бы мог принести, больше ты мог принести. Раз уж такой вопрос поднялся, это между нами, а мы здесь говорим на международной арене, где решается наш вопрос о будущности нашего народа. Если мы сегодня не выберем правильный путь, тот, который нам позволит сохранить наш народ, освободить, деоккупировать нашу территорию и восстановить наше государство, то это будет очень полезно. А не то, что вы там у себя собираетесь на своих собраниях, называя их съездами. Но пусть это будут съезды. И принимая там еще решение о том, что Ахьяда туда не пускать. Я уже говорил этим нашим людям. Он думает, что у меня какое-то предвзятое отношение к нему лично. Нет, у меня лично ничего нету. Он хороший, грамотный парень. Но он заблуждается. Заблуждается он в том, что нам сегодня не нужно то, что он нам сейчас навязывает, или в чем он сам заблуждается. Когда они меня приглашали на свою конференцию, которая состоялась в 2017 году, а до этого дважды они там проводили митинги, я не шел. Я когда пришел туда, мне сказали, что там будут и Закаев, и Сарляпов, который там же жил, в Страсбурге. Из них никто не пришел. И так как у них не было там намерения принять резолюцию, я им предложил, чтобы они приняли резолюцию. То есть я искренне хотел, чтобы мы там к какому-то решению правильно пришли. По принятой резолюции команда, созданная тогда группа, свое отношение от имени этой конференции должна была свое мнение сказать. А затем я там лично сказал, что затем, когда они хотели комиссию создать, что не надо создавать комиссию, мы создадим сейчас группу от имени конференции. А затем, когда вы все это обследуете, скажете свое мнение, вы же не специалисты, я прям там и сказал. Не то, что вы и я не специалист, но я работал в этом деле и, может быть, что-то знал. И я вам сказал, давайте так сделаем. Так вот это вот решение они затерли и начали в своей организации Бартмашу, вот правильно здесь сказал кто-то, по-моему, Илес, что дважды просто отказывают, чтобы я пришел к ним и чтобы с ними обсуждал этот вопрос. Клинуан-Ферро, здесь есть город один, и в Страсбурге. Они это собирали не конференцию, а свою организацию, там принимали решение и сказали, что нет никакой легитимной власти чеченского народа. Если так он говорит,
Мог ли я согласиться с этим, будучи председателем парламента нашего 5 лет, потом после этого, будучи назначенным полномочным представителем в зарубежье с полномочием организации ведения всей там политической работы, и постановление, которое было опубликовано в 2004 году. Мог ли я согласиться с ним? Вот вопрос. Не с ним, а с этой постановкой вопроса. Я ему сказал, что так нельзя делать. Надо было обосновать свою точку зрения и выложить ее нам, чтобы мы ее видели. Это конференция, которая прошла и возложила на эту группу решений, чтобы они приняли. Они это не сделали, а заявили, что у нас власти никакой нету, мы здесь должны открыто говорить обо всех вещах. Более того, Жанбулат написал тогда статью, в которой он написал, я еще предупреждал, да и, наверное, ошибся, убери это, что чеченский народ проявил этнический сепаратизм в своей метрополии и военным путем создал свое государство. Он начал нам всем доказывать, что и сепаратизм бывает разного рода. Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм. Сепаратизм – это незаконная попытка отторжения без согласия власти этой страны. Я тебе сказал, убери эту ошибку. Ты ее не убирал многие годы, я не знаю, сейчас убрал. Нет, она у тебя висела. А потом ниже ты там написал, Ичкерия ушла в историю, остался чеченский народ. То есть для него Чеченская республика не существует, получается. Микрофон включите, Джамбулата. Подождите, я говорю, зачем микрофон его включать? Когда он говорил, я разве вмешивался, Ибрахим Мувадид, вмешивался я или нет? Когда он говорил? Нет. Мы не хотим слышать правду. Все вопросы, которые здесь поднимались, нами поднимаются только для того, чтобы мы приняли правильное решение, чтобы мы приняли правильное направление движения, которое нам необходимо с точки зрения международного права, чтобы остальной мир нам помог. Пожалуйста, вы ездите и туда, и сюда, работайте. Но почему вы против существования нашего государства? Почему вы заявляете, что признание нашего государства, Жанбулат говорил недавно, признание Чеченской республики нет оснований на данном этапе? Как это понять? Он ошибается. Поэтому вот с такими вот намерениями и пытаться нам здесь как-то, значит, доказать что-то, здесь можно говорить о других вещах. Я призывал тебя несколько раз и здесь, давайте вместе работать. Давайте вместе работать. И на основе нашей Конституции мы имеем эти полномочия, потому что это решение, которое есть, это решение принято нашим парламентом в 2003 году в декабре месяце. Оно тогда подписано было и президентом Масхадовым. Но так как подпись президента Масхадова имеет только тот срок, который он избран, а решение парламента, постановление имеет и до сих пор свои полномочия, оно остается. А вы это не признаете. Почему? Я знаю почему. Потому что вы имеете намерения какие-то другие. Только лишь находясь на той линии, которая есть у нас, которая была принята нашим народом в 90-м году на общенациональном съезде, а затем после развала Союза принята была наша Конституция, только на этой основе мы можем иметь в перспективе успех. Мы уже проходили то, что он говорил, и раз, и два, и столько крови. Поэтому мы должны работать над деоккупацией и признанием нашего государства на международной арене. А не только, чтобы говорили, мы там были, мы здесь были, эти, мол, ничего не делают. Нет, дорогой мой, делали еще до того, как ты здесь появился. Очень много работы сделано, очень много. У нас, правда, не было таких возможностей, как у России, но мы никогда не слагали свои полномочия, не отступали от этой линии, и сейчас не отойдем. Кто бы это ни был, вы или другие, или третьи, а вас мы призываем. И даже Закая, вернитесь в конституционное поле строго, и давайте мы будем работать по деоккупации нашей страны.
будем обращаться в разные международные организации, в страны, митинг делать. Нет, ты вместо того, чтобы сказал, что ты делаешь организацию Бартмашу, а твой Бартмаш получил спитан, наоборот, он всех расколол. Нам надо было собраться и едино работать, а ты отказался. Не только ты, здесь надо сказать. И Закаевцы, и Сараляпов отказываются. Почему? Здесь есть причины. Почему ты не смог никого собрать? И что за комитет вы сейчас собрали и говорите, что вы будете под оккупацией? Почему вы не с нами, с легитимной властью? Алла сказала, Ильяс сказал, но они, может быть, и не знают, и в курсе. Да я-то в курсе дела, могу сказать. Так что ты не прав. Я закончил, спасибо. Я просто не видел. Ты лучше спроси, вы добивались этого или нет? Хорошо. Я тебе отвечаю. То, что они поехали туда и общаются с ними, это хорошо. То, что они говорят, что с ними будут общаться, но они не представляют легитимной власти. То есть они с вами разговаривают как общественные организации, и они хотят, чтобы общественные организации чеченские, и что такая есть, они будут сотрудничать со всеми, не только с Жамбулатом. Это парламент, в котором все сотрудничают. Понимаешь? Это хорошо, я не против этого. Только мне непонятно, когда там Жамбулат проводил конференцию, вот я видел, кавказских народов, или кавказская там конференция, и рядом с ним сидел там Дени Тепс, всем известный. Как они оказались в одной команде, и что он там делал с ним, этот Дени Тепс, который в 2002 году принимали решение в Копенгагене о том, что наша территория является частью России, и что нужно решать все вопросы взаимоотношений между нами на основе плана Хасбулатова. Вот это мне непонятно. А то, что он там был, общается с ними, говорит, что он пытается объединить наши там команды, я это приветствую. Я еще приветствую то, если он обернется правильно и будет работать вместе на основе нашей линии, и не говорит, что здесь у нас никакой власти нету. Там он это заявил. Это не приветствую я, понимаешь? Вот мой ответ тебе. Вот насчет, ты говоришь, того, вот там вице-президент. Да, мы общались много раз, и были решения и с вице-президентом, и в Исландии, и в Литве, и, скажем, здесь в Париже, в разных родов конференций. Тысячные были митинги и в Страсбурге, и здесь в Брюсселе. И работали, и работаем до сих пор. Но вы, молодые, должны сейчас работать и опираться на нашу работу. Вы отвергаете и что-то другое хотите делать. Кто вас этому научил? Основание чего? Мы принимали в этом участие, все. И говорим, вот так надо. Обоснуйте, обосновать не могут. Жамбулат хочет, чтобы мы были договороспособны с людьми, которые работают и говорят, что мы часть России. У меня был вопрос, если можно. Давай, задавай. Добрый вечер, ассаламу алейкум всем. Аяд, у меня был к тебе вопрос. Может быть, ты его уже озвучивал, ответ на этот вопрос? Пожалуйста. Но так как я его не слышал, я хотел бы узнать. Да. Какие у тебя разногласия с Джалавди Сараляповым? На основе чего у вас идет недопонимание? Вот в чем суть проблемы ваших взаимоотношений? Какие у меня разногласия? У нас идейное расхождение в том, что Сараляпов объявил себя председателем парламента, когда его никто никогда не избирал. Это раз. Второе. Он своим постановлением, не имея на то права, назначил Закаева премьер-министром, должность которой у нас нету. У нас только премьер-министр нету, а есть у нас президент. Это два. Третье. Будучи председателем парламента, а я им был там 5 лет, ты знаешь, наверное, я знаю, что я не имел права, и он не имел права, если не соберется кворум, это значит принятие постановления 32 человека, а принятие постановления по назначению премьер-министра или президента или любого министра 42 голоса.
У него этих голосов не было, он его назначает премьер-министром, должность которой у нас нет, то есть виртуально, понимаешь? Вот у меня с ним вот такое вот идеологическое противостояние. Он своими руками создал нам Закаев. Я могу задать? Давай. Ая, тогда из твоего ответа у меня вытекает следующий вопрос. Ты сказал, что должен быть кворум Да-да. 32 человека. А если президент объявил военное положение в стране, то нужен ли этот кворум? Отвечаю тебе. У нас есть Конституция, в которой сказано, что президент обязан выполнять все, что написано в Конституции, в законах. И не может выпускать ни один документ, что противоречит нашей Конституции. Все. Аслан был главой исполнительной власти. Почитайте в Конституции. Если мы пойдем по этому пути, то мы с вами вообще зайдем, что мы, значит, совершили государственный переворот, что мы бандиты, террористы, то есть так. Это нельзя делать. Мы должны держаться основы нашей Конституции. Понимаешь? Вот в чем дело. В Конституции записано, что единственным законодательным, постоянно действующим органом власти является парламент. Постоянно действующий. Это значит и в дождь, и в снег, и в ночь, и в войну, и всегда. Когда шла первая война с 91, 2, 3 до 97 года, до конца я был председателем парламента, и во время всей войны наш парламент действовал. Я-то это знаю. И я был членом Совета безопасности нашей страны. Я организовывал эти мероприятия то в Рошничу, то в Росмартане, то Герчу, то Кечна, Охна, Курчула. Проводили конгресс чеченского народа и принимали там решения. Я им говорю, вернитесь в конституционное поле, иначе мы ничего не добьемся. Мы сейчас на неправильном пути, непризнания легитимной власти и Сараляпов, и Жамбулат. Вот в чем дело, понимаешь? Если такого не было бы нашей Конституции или принятого в соответствии с этим законом, то да. А закон был у нас. А в законе сказано, что он должен организовать оборону и использовать все ресурсы, которые есть в нашей стране, все, движимое и недвижимое, там, все такое. Он не может только две вещи сделать. Первое, он не может подписать акт о капитуляции и не может заниматься законотворчеством. Вот эти две вещи президент запрещены, а остальное он в военное время имеет право делать. Можно я пару слов скажу? Здесь один задавал вопрос, почему Джамбулата принимают, Идигова не принимают, с нами ведут, не ведут. В данном случае, если с Идиговым, когда они начнут официально и озвученно вести, это будет сразу, что они ведут переговоры на государственном уровне. Сейчас, когда они ведут с Джамбулатом, с Анзором, они их просто пишут. Даже не политический деятель, просто деятель, вот вчера на свободе было, деятель такой-то, такой-то, общественный деятель или такая-то организация. Любой парламент, любая какая-то часть государства может вести какие-то переговоры, общение, какие-то программы создавать с общественными организациями любого другого государства или несуществующего. И в этом плане, поэтому как не высказывается Россия и не высказываются там чеченские оккупационные эти администрации. Почему? Потому что они не считают, они этим дают понять, что это не государственный уровень. То, что разговаривается, ведется Жамбулат, вы сейчас только-только, которые начали общаться с парламентариями, с каким-то мэром города, это, конечно, их заводит, какие мы большие политики, какие мы дипломаты. Ну, извините, это с их стороны. Это чтобы сегодня на этом этапе, в любом случае, они говорят, да, деоккупация должна быть, да, геноцид,
нарушение прав человека, это любая организация говорит. Но когда это говорит уже не какая-то межфракционная, а какая-то партия, или более того, это говорит, например, парламент, это уже имеет вес. Это уже государственное заявление. Поэтому сегодня, которые проходят эти встречи, эти разговоры, это часть парламента ведет общение и переговоры или какую-то деятельность общественной организации. Так это и есть, так это преподносится, так это и подчеркивается. Поэтому чересчур так перевозбуждаться насчет этого, во всяком случае, еще рано. Поэтому то, что сейчас говорит аят, это означает, давайте соберемся в государственный орган, и как государственный орган будем вести переговоры, хоть 10-ю часть, но это будет плодотворно, это будет разговор с чеченским государством. В данном случае, в настоящее время, ни парламент Украины, ни президент, никто, ни один человек пока что не ведет официально озвученные переговоры с чеченским государством. Только с какими-то деятелями, общественными организациями и так называемым премьер-министром. Все. Это нужно понимать и выяснить себе. Дарья Салмастана, спасибо за внимание, за вопросы и ответы. До следующей встречи.